Это «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Федеральным законом о противодействии коррупции устанавливаются основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушениях. О противодействии коррупции у нас в республике мы сегодня и поговорим. Гости у нас в студии: Евгения Сивцева, прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Республики Саха-Якутия, советник юстиции. Евгения Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Я для начала предлагаю обратиться к статистике, насколько у нас в республике распространены подобные правонарушения. Ежегодно органами прокуратуры выявляется около 2000 нарушений законодательства о противодействии коррупции. В целях устранения принимается свыше 1000 актов прокурорского реагирования. Помимо этого, правоохранительными органами, к примеру, в прошлом году вскрыто 230 преступлений коррупционной направленности, основную массу которую составляют дача и получение взяток. Ну, то есть у нас дача и получение взяток находятся на первом месте. А с чем такие большие цифры связываете? Ну, в первую очередь, конечно, как бы это ни было печально, но имеется правовая неграмотность у нас среди служащих. И несмотря на проводимую профилактическую работу, нарушения допускаются. Евгения Васильевна, а какие нарушения можно назвать типичными в сфере законодательства о противодействии коррупции? Основную массу выявляемых нарушений составляют нарушения, допускаемые при декларировании своих доходов муниципальными и государственными служащими, бездействием органов местного самоуправления по приведению нормативной базы в сфере противодействия коррупции, требованиям федерального законодательства, ну и иные нарушения. А если вот говорить о запретах и ограничениях, какие установлены запреты при прохождении государственной и муниципальной службы? При поступлении на государственную либо муниципальную службу необходимо помнить, что имеется большой блок ограничений и запретов, как, например, запрет на занятие коммерческой деятельностью, использование иностранных финансовых инструментов, получение вознаграждения от физических или юридических лиц в связи с выполнением служебных обязанностей. Ну и другие нарушения, ну и другие запреты. А вот хочу уточнить про иностранное финансирование. Что подразумевается под этим? Нет, имеется в виду использование иностранных финансовых Да, инструментов. Это активы. приобретение акций, паев, организаций, которые находятся на территории иностранных государств. Имущество в том числе. А также счетов. А какая ответственность предусмотрена за несоблюдение указанных требований? Ну, за нарушение требований законодательства о противодействии коррупции, о государственной службе, муниципальной службе предусмотрены дисциплинарные взыскания. Их вид определяется, конечно, в первую очередь работодателями и зависит от характера совершенного правонарушения. Но могут быть применены меры вплоть до увольнения по утрате доверия. Например, по представлению прокуратуры республики в прошлом году по утрате доверия был уволен руководитель отдела полиции в Ленском районе за непринятие мер по предотвращению конфликта интересов. Также было установлено, что им предоставлены недостоверные сведения о своих доходах и доходах супруги. Ну и не пресечен конфликт интересов, связанный с предпринимательской деятельностью его близких родственников на территории города Ленска в течение продолжительного времени. Евгения Васильевна, а может ли прокуратура в связи с утратой доверия вот этой формулировкой снять, допустим, главу наслега, главу какого-нибудь района? Да, у нас такие факты имеются. К примеру, от прокуратуры Кобяйского района в прошлом году было установлено, опять же, со стороны главы наслега непринятие мер по урегулированию конфликта интересов. Оно выразилось в том, что глава наслега заключил муниципальный контракт со своей супругой, при этом какие-либо меры не принял
по предотвращению конфликта интересов. И по требованию прокурор обратился в суд с исковым заявлением, по требованию прокурора прекратил полномочия главы Наслега по утрате доверия. Они же знают, чем это закончится. Это же не единичный случай в прокурорской практике. Почему это продолжается? Я понимаю, что сложно на это ответить. Да. Вопрос, наверное, риторический. Возможно, люди, совершая правонарушения, в тот момент не дают отчета. Надеюсь, на авось? Да, не понимают всей серьезности последствий, которые могут наступить. Вот вы отметили конфликт интересов. Что это за термин такой интересный? Конфликт интересов — это ситуация, при которой личная заинтересованность служащего влияет или может повлиять на объективное и беспристрастное им исполнение своих обязанностей. А под личной заинтересованностью подразумевается получение широкого круга благ, как материальных, так и нематериальных, самим служащим, его родственниками, либо иными лицами, состоящими с ним в корпоративных либо близких отношениях. Евгения Васильевна, вот подскажите, если такой случай возникает, какие меры должен принять государственный или муниципальный служащий, чтобы, так скажем, не нарушить букву закона? В первую очередь, конечно же, служащему необходимо об этом незамедлительно уведомить своего работодателя, представителя нанимателя. Делается это в письменной форме, и при получении уведомления работодатель должен обязательно принять меры по предотвращению конфликта интересов, например, изменить служебные обязанности, должностную инструкцию служащего, да. Со стороны служащего, конечно же, это самоотвод от выполнения действий, которые могут повлечь конфликт интересов. А лицо в обязательном порядке подлежит увольнению, которое допустило конфликт интересов, или есть какие-то другие альтернативы? Несмотря на то, что законодательством предусмотрена ответственность в виде увольнения по утрате доверия, вместе с тем каждый случай у нас индивидуален и должен рассматриваться со всех сторон. Должна учитываться, опять же, степень тяжести совершенного проступка, последствий, которые наступили. Поэтому здесь все индивидуально. Но в любом случае вопрос рассматривается на конфликтной комиссии, а комиссия уже по результатам рассмотрения всех материалов, имеющихся, а также выслушав доводы самого служащего, принимает решение о применении к нему той или иной меры и рекомендует работодателю уже соответственно, принять меры. Но, опять же, это решение комиссии носит рекомендательный характер. В любом случае, окончательное решение стоит за работодателем. А если, допустим, такую ситуацию смоделируем? Есть определенный госслужащий в уездном городе, он заключает брак со своей второй половиной. У второй половины, так скажем, есть бизнес. Что делать обеим сторонам? Кому отказываться от бизнеса, кому от муниципальной или государственной службы? В такой ситуации в первую очередь служащему необходимо принять все меры, чтобы не допустить возникновения конфликта интересов. Этот конфликт может возникнуть в том случае, например, если его супруга, которая занимается коммерческой деятельностью, решит принимать участие в муниципальных закупках, то есть решит принимать участие в аукционе, который проводится администрацией этого поселка, да, к примеру. То есть это нужно исключить такие факты, чтобы в последующем, чтобы это не привело к конфликту интересов, в виде того, что супруг со своей супругой заключает муниципальный контракт, а он же принимает работы, которые выполняются, оценивает надлежащее их выполнение, подписывает акты приемки, соответственно, производит оплату. Но это тот же случай, наверное, который у нас и был установлен прокуратурой Кобяйского района. Да. Евгения Васильевна, вы еще в начале разговора отметили декларацию доходов. Декларация доходов. Да, насколько это важно? Это одна из основных обязанностей госслужащих — предоставление сведений о своих доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, также в отношении своих супругов и несовершеннолетних детей. И как раз сейчас во всех органах власти у нас идет декларационная кампания, которая длится у нас до 30 апреля. Поэтому при заполнении справок нужно быть максимально внимательным, ответственным, так как у нас органы прокуратуры ежегодно постоянно проводят проверки
предоставления служащими достоверных сведений о своих доходах. И в ходе проверок, к сожалению, выявляются очень много нарушений. А вот нужно ли декларировать, допустим, наследство? Я знаю, что в регионах России есть такие практики, когда чиновников, муниципальных государственных служащих снимали с должностей за то, что не указали наследство от бабушки или дедушки или ближайшего родственника. Конечно, обязательно нужно декларировать любое имущество, которое было не только приобретено по договору купли-продажи, но также получено в дар, либо, как вы упоминаете случай, получено в наследство. То есть обязательно его нужно декларировать. В завершении процесса декларации хочу уточнить, ближайших родственников это кто? Дети в том числе? Супруги, да, сестры, братья родные, несовершеннолетние дети, родители. В общем, максимально ответственно и скрупулезно к этому делу подойти. Да. Евгения Васильевна, в заключение хочу уточнить. Понятие конфликта интересов, оно распространяется только на государственных и муниципальных служащих или может туда попасть еще и, так скажем, гражданский? Понятие конфликта интересов у нас распространяется не только на государственных и муниципальных служащих. Многие ошибочно полагают, что вот раз я работаю, например, в коммерческой организации, то на меня эти требования не распространяются. Нет. У нас статьей 13.3 Федерального закона о противодействии коррупции на организации всех видов и форм возложена обязанность по принятию мер по предупреждению коррупции, в том числе мер по предотвращению и регулированию конфликта интересов. Это мы сейчас говорим про бизнес, допустим. Да, конечно, все организации, и коммерческие, и некоммерческие, обязаны принимать меры по противодействию коррупции. Тоже? Да, конечно. Евгения Васильевна, что ж, надеюсь, что благодаря вашей работе, и в том числе и просветительской, которую мы сейчас с вами проводим, активно коррупции в нашем регионе на всех уровнях станет меньше. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо вам. Это было актуальное интервью. До новых встреч.